Видимость праздника. Оккупационные власти в Крыму устроили показательное празднование Хыдырлес. Это один из самых больших праздников для тюркских народов. После оккупации представители Меджлиса отказались участвовать в торжествах на полуострове и призвали к этому всех крымских татар из-за запрета лидеру народа Мустафе Джемилеву въезжать в Крым. С тех пор мероприятия к Хыдырлес устраивают оккупационные власти, пытаясь так показательно продемонстрировать якобы лояльность крымских татар. Как происходили нынешние торжества, в то время как сотню мусульман Крыма оккупанты держат в СИЗО по надуманным обвинениям в терроризме, далее в сюжете. Громкая музыка, танцы и ароматы восточной кухни. Так оккупационная власть Крыма создает картинку национального праздника крымских татар – Хыдырлес. За кадром пропагандистских СМИ остаются металлическое ограждение металлоискателей и куча полицейских. А вот и главные гости праздника – неизменное трио во главе с оккупационным главой Крыма Сергеем Аксеновым, который в прошлом году назвал Калакай тортом. Вместе с муфтием-коллаборантом Эмирали Аблаевым и депутатом Госдумы Русланом Бальбеком угощаются крымско-татарскими блюдами и заявляют – Хыдырлес – межнациональный праздник. Очень много сделано за это время, еще больше предстоит сделать. Есть ошибки, есть недоработки, но мир и согласие в каждом доме – это залог успешного развития. Мы на протяжении многих лет проводим этот праздник, но за последние 5 лет очень много людей других национальностей, в том числе, принимают участие в этом мероприятии. Поэтому оно стало еще более объединяющим, сплачивающим жителей Крыма. Это и есть наша цель, и поэтому у нас праздник сегодня вдвойне. Чтобы создать картинку массового праздника, оккупантам пришлось звать на развлечения крымчан, российских артистов и музыкантов. Пустили даже бесплатные автобусы. А после отчитались, насчитали рекордные 55 тысяч гостей. Но данные в разы, если не в десятки, преувеличены, считает глава Меджлиса Рифат Чубаров. Ведь к месту проведения принудительно свозили бюджетников. Цього року те, що вони назвали Хыдырлесом, було найменшим за кількістю учасників, але воно ще було найпаскуднішим. І з кожним роком окупаційна влада намагалася це перетворити в такий класичний, звичайний для Росії, а для людей мого віку такий совковий формат. От виходять на сцену люди різних культур, різних національностей, і вони там щось виконують. І малинки, і матрьошки, і все таке інше. Це профанація. Хыдырлес – древний тюркский праздник, которым в мае отмечают окончание полевых работ. До оккупации Крыма его традиционно устраивал Меджлис. В 2014-м вместо празднования крымские татары поехали на админграницу с материковой Украиной, чтобы встретить Мустафу Джемилева, которому оккупанты запретили въезд в Крым. С тех пор крымские татары в большинстве игнорируют это мероприятие. Риана Алиева, Заман, АТР.